смотрите итоги недели на телеканале БСТ. В студии Альфия Минева. Добрый вечер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Честный и открытый разговор. С хорошим настроением пришел, таким рабочим, я бы сказал, настроением. Мы традиционно где-то вот примерно в это время каждый год проводим прямую линию, в ходе которой я постараюсь ответить на те вопросы, которые есть у наших жителей. Почти 9 тысяч вопросов поступило на прямую линию с главой республики. Что он сказал и почему эксперты считают такой формат работы особенно важным? Вы видели, как открыто, как простыми, доступными словами Радик Фаритович отвечал на все поставленные вопросы. Это не просто бизнес. Мы рассматриваем Башкортостан как регион для инвестиций. Надеемся, мы в будущем сможем найти точки для соприкосновения. Санкции не помеха для западных предпринимателей вести дела с Россией и Башкортостаном. Расскажем об итогах Ялтинского экономического форума и недели бизнеса. Соглашение подписано. Благодарим вас. И точно в цель. Наши артиллеристы получили координаты и начали боевую работу. Расскажем и покажем, как башкирские артиллеристы оказывают мощную огневую поддержку штурмовым отрядам. Почти 9 тысяч обращений поступило на прямую линию главы Башкортостана. На этой неделе Радик Хабиров в эфире 6 телеканалов отвечал на вопросы жителей республики. Ключевой темой прямой линии стала поддержка участников спецоперации. Также людей интересовало строительство дорог и социальных объектов, школьное питание, медицина, транспорт и многое другое. Коротко об итогах 4-часового прямого эфира с руководителем региона расскажет наш корреспондент Руслан Батыргареев. С хорошим настроением пришел, таким рабочим, я бы сказал, настроением. Мы традиционно где-то вот примерно в это время каждый год проводим прямую линию, в ходе которой я постараюсь ответить на те вопросы, которые есть у наших жителей. О том, что прямая линия главы будет длиться долго, было понятно по настрою руководителя республики. Радик Хабиров сразу обозначил, что физически на все вопросы ответить не получится, но каждое обращение будет взято в работу. В самом начале главу спросили о недавнем визите Владимира Путина в Уфу и о чем говорили за закрытыми дверями с главой государства. Это был такой, знаете, абсолютно спокойный разговор. Первый я доложил вот в ходе этого, что республика стоит на рельсах поддержки специальной военной операции. Во всех смыслах, вот, которые я всегда обозначаю. Президент очень хорошо владеет, когда вот он меня спрашивал, а где ребята, как? Я сказал, вот полк Башкортостан, батальоны, наши подразделения мобилизованные, которые стоят полками целыми. Поддержка специальной военной операции и ее участников стала ключевой темой обсуждений на прямой линии главы региона. Радик Хабиров поблагодарил бойцов за службу и отметил, что Башкортостан продолжит обеспечивать наших ребят необходимым, в том числе дронами, а еще активно адаптировать ветеранов к мирной жизни. Участникам спецоперации после возвращения в родную республику будут помогать в трудоустройстве. Несколько десятков тысяч мужчин, то вы понимаете, что когда вот они начнут возвращаться, вот это большой объем. И наша забота будет главная, и она очень масштабная, эта работа, куда пока мы имеем что делать? Мы имеем дело с людьми небольшими, в основном по ранению приходят. И мы сейчас больше с ними в первую очередь о чем думаем? Чтобы реабилитация какая-то была, чтобы здоровье свое поправили. Далее были вопросы о повышении средней заработной платы и развитии электротранспорта в столице. Отдельной строкой можно выделить тему дорог. В одном из видеовопросов жители спросили, когда завершат реконструкцию улицы Пугачева. Сроки еще не прошли. Мы в конце этого года должны были сдать Пугачевку весь комплекс. Значит, есть ряд обстоятельств, которые не позволили нам это сделать. И в принципе, да, это плохо, что мы перенесли вправо. И перед жителями, конечно, мы приносим свои извинения за такой дискомфорт. Значит, мы сдадим ее в 2025 году. В следующем году мы полный комплекс, очень сложный комплекс,
Мы сдадим. На 2025 переносится и завершение реконструкции улицы Рабкоров. Также много вопросов касалось таких сфер, как образование, ЖКХ, благоустройство и социальная защита. Подняли и тему транспортной реформы. Несколько вопросов, поступивших на прямую линию, касались сферы здравоохранения. Так, жители села Рапатово Чекмагушевского района попросили построить фельдшерско-акушерский пункт. Руководитель региона поручил Минздраву республики включить объект в план на следующий год. Период моих полномочий первых был 24 год. Я тогда говорил, мы 500 ФАПов, которые вот примерно это то количество ФАПов, которые в первую очередь ремонтировать, решим. Не успели там на 100 с копейками. Вот добьем в следующем году, и в следующем году у нас примерно там 480 ФАПов будет сделано. Так, Айрат Разиевич? Так? Значит, на следующий год 135 ФАПов строим, 483 ФАПа. Да, все верно. Вот, 483 ФАПа. Вот мы видоизменили. Это, по сути, сельскую медицину мы вот возрождаем, по-другому не назову. Это я еще не считаю врачебной амбулатории, сельские поликлиники районные. Не только обращения от жителей, но и вопросы из зала в Центре управления республики. Собрались журналисты, политологи, общественные деятели и участники специальной военной операции. Спрашивали Радия Хабирова и о личном. Каких-то строгих ограничений в этом плане не было. Не обошли стороной тему фейков. В частности, спросили руководителя региона о его отставке. Все это глава Башкортостана назвал лишь слухами, которые начали появляться с первых дней его работы в республике. Есть, наверное, какие-то силы, которые, тем самым они пытаются какую-то дестабилизацию вести. Это же дестабилизация, понимаете? Я же все-таки работаю. Под меня заточено решение многих каких-то вопросов, судьбу людей заточена. Поэтому это такая вполне серьезная дестабилизация. Как я к ним отношусь? Я к ним отношусь как к неизбежной части моей работы. Когда ты находишься на высокой публичной должности, это часть этой работы. И то, что про тебя будут сочинять, и то, что про тебя будут придумывать. За пару недель на прямую линию главы республики поступило почти 9 тысяч обращений, больше половины из них во время эфира. Ради Хабиров успел ответить на 65 вопросов. Все остальные без внимания не останутся. Каждый обратившийся получит обратную связь в течение последующих дней. Руслан Батыргареев, Артур Ханов и Загир Атангулов. Итоги недели. Все, о чем говорил глава республики, подкреплено конкретными примерами, будь то поддержка ученых или преображение сел и городов. Об этом говорят не только политологи, но и ученые, жители, военные, все те, кого непосредственно затронули обсуждаемые на прямой линии вопросы. По каждой отрасли есть план развития, несмотря на непростое время. Эксперты отмечают, что на прямой линии прозвучали реальные сроки выполнения работ. Многие проекты реализуются благодаря поддержке федерального центра, и она напрямую связана с личностью главы республики. По мотивам общения главы с жителями материал Динары Таймаскановой. Пациентке будет проведена сейчас сцинтиграфия костей скелета. Это метод диагностики, который позволяет определить накопление радиопрепаратов в костях. С помощью этого исследования, а также молекулярно-генетических анализов ученые БГМУ изучают людей с повышенной хрупкостью костей. Результатом работы, которую врачи проводят на грант главы республики, стала методика диагностики наследственных заболеваний опорно-двигательного аппарата. В рамках гранта мы проводили исследования пациентов с гипермобильностью суставов, причины данной патологии, возможные последствия. И при исследовании данных пациентов нами были выявлены не только пациенты с многофакторными гипермобильностью суставов, но и также наследственными заболеваниями соединительной ткани, одним из которых является несовершенный остеогенез. За прошедшие 3 года в республике создали 4 лаборатории мирового уровня с общим объемом финансирования 300 миллионов рублей. В ближайшее время появится еще столько же. С 2021 года фонд грантов главы Башкортостана поддержал более полусотни проектов молодых ученых на общую сумму 75 миллионов рублей. Еще 80 миллионов выделили на исследования по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ. 131 человек у нас улучшили жилищные условия, 531 получили поддержку на стажировку в России, в ведущих научных центрах и за рубежом. Вложения в науку, они окупаются пусть не сразу, но через какое-то время. Прямая линия главы Башкортостана не первый год проходит с участием ветеранов специальной военной операции. В республике поддержка бойцов и членов их семей стоит приоритетной задачей. Ветераны, возвращаясь в родной регион, переходят на государственную и муниципальную службу, становятся депутатами и главами сельских поселений. Такой поддержки вообще бойцов наших ни в одном регионе
в таком масштабном количестве не существует. И за это отдельное спасибо Ради Фаритовичу. Новая локация для зимних развлечений «Каток» в парке лесоводов. Здесь почти не бывает безлюдно, особенно много отдыхающих по выходным. А после того, как территорию привели в порядок, посетителей стало еще больше. В следующем году начнут преображать парк Ленина, сохранив все зеленые насаждения на площади. С одной стороны, излюбленное место, да, благодаря Уфимской сакуре, рядом с которой мы находимся. С другой стороны, вот тут же рядом с нами фонтаны, которые, немножко подустали. Органическое, последовательное, тактичное относительно городской среды, сложившейся истории города, обновления. Я считаю это фирменным стилем Ради Хабирова, наряду с созданием патриотических общественных пространств, таких как Советская площадь или парк Патриот. Проект «Улица Октябрьской революции» назвали Уфимским Арбатом. Базовая часть работ здесь выполнена, поменяли инженерные сети и обустроили дорогу. Но для завершения требуется время, и на это есть причины. Дома на этой улице, большинство из которых объекты культнаследия, должны обрести хозяев. На линии прозвучали реалистичные сроки. В следующем году мы увидим, что, дай бог, наконец-то появятся инвесторы, которые зайдут в дома и начнут строить под себя сети, организовывать какие-то может быть, это творческие, креативные, хорошие бизнесы. А в течение 5 лет обещают связать центр города, пешеходные улицы до набережной. Это реалистичные сроки. В последнее время мы наблюдаем ужесточение требований в отношении мигрантов. В некоторых регионах им запретили заниматься определенными видами деятельности. А как вы относитесь к этой ситуации? В большинстве своем люди приехали заработать, и в этом нет ничего плохого, считает глава Башкортостана. Без иностранной рабочей силы будет очень тяжело, ведь они задействованы во многих отраслях. Главное не допускать их конфликта с местным населением, а для этого необходимы хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями. А вот для этого есть у нас министерство и ведомства, которые профессионально занимаются этими проблемами, которые занимаются вопросами адаптации как самих мигрантов, так и их детей и членов их семей. Поэтому глава говорит, что есть для этого необходимые силы и средства, нужно только целенаправленно и планомерно заниматься этой проблемой. Эксперты отмечают честность и открытость, с которой глава отвечал на вопросы. Он рассказал о проблемах в регионе и путях их решения. А еще Ради Хабиров обозначил курс, по которому Башкортостан будет двигаться в ближайшие годы. Я думаю, что телезрители могли получить ответы на большинство вопросов, прежде всего с точки зрения стратегического развития республики. А на основании тех ответов, которые глава давал, было видно, что является приоритетом государственной политики, каковы основные моменты, на которые Радию Хабирову хотелось бы обратить внимание. Были такие программные заявления, программные вещи, которые, с одной стороны, подчеркивали итоги работы в первый избирательный цикл, но с другой стороны, задавали тренды развития и на ближайшую пятилетку. Здесь и в части строительства ряда объектов, инфраструктурных в первую очередь, но и в части тех смыслов и направлений развития региона, как коммуникация с людьми, как забота о ветеранах военных конфликтов. В этот раз на прямую линию главы поступило на треть больше вопросов, чем в прошлом году. Частично это связано с тем, что технических возможностей стало больше. Жители могли обратиться с помощью видеопослания через соцсети или в телеграм-боте, а также на госуслугах. Но главное, отмечают эксперты, люди стали больше доверять власти и не боятся спрашивать прямо о волнующих темах. Динара Таймасханова. Итоги недели. Для реализации любых задач нужно развивать экономику. И у Башкортостана это хорошо получается. Впервые Уфа стала площадкой для проведения Ялтинского международного форума. Его участниками стали делегаты из 90 стран мира. Заключены соглашения на десятки миллиардов рублей. На площадках Дворца борьбы представители власти и бизнеса подписали 9 соглашений о сотрудничестве. В кооперации с компаниями из Крыма участвуют и предприятия нашей республики. Говорили и о том, как выстраивать бизнес в многополярном мире. Подробности далее. Так, на полях Ялтинского форума подписывалось одно из первых соглашений. Несколькими росчерками представители министерств промышленности Башкортостана и Крыма заключили договор о сотрудничестве. Также предприятия договорились о поставке электросварочного оборудования и инструментов, произведенных на территории полуострова, в наш регион.
Безусловно, это увеличение дополнительного производства той или иной продукции, дополнительные точки сбыта нашей крымской продукции. Безусловно, готовы развивать кооперационных связей с Республикой Башкортостан. Находя вот эти инвестиционные ниши внутри промышленных предприятий, как раз сделать какие-то импортозамещающие проекты с использованием федеральных мер поддержки. Сегодня отрабатываем как раз по мебельному кластеру те предприятия, которые у нас есть, чтобы работали с крымскими ребятами. В рамках Ялтинского экономического форума представители бизнеса и власти подписали 9 соглашений. Участниками делового события стали делегаты из 90 стран. В Уфе мероприятие проводится неспроста. 10 лет назад Башкортостан одним из первых протянул руку помощи Крымскому полуострову. На пленарном заседании Ради Хабиров подчеркнул, здесь рождаются будущие инвестиционные проекты. Задача региональных властей – создать благоприятные условия для ведения бизнеса. Благодаря вашей настойчивости, вашей серьезной, глубокой интеллектуальной работе, потому как менять бизнес в очень сложных условиях, мы все помним, что произошло. Буквально одномоментно разрывались соглашения, которые, по сути, определяли суть и содержание вашего бизнеса здесь, в нашей республике, в России. Но, тем не менее, вы перегруппировались, нашли новых партнеров, практически на ходу меняя многие-многие циклы производственные, логистические, финансовые и так далее. Вам это удалось, и я полагаю, что, наверное, все-таки главным актором и актером нашего форума являются бизнесмены, руководители предприятий. Помимо представителей дружественных государств, в Уфу прибыли делегаты европейских стран. Западные партнеры надеются на возобновление торгового сотрудничества с Россией, в том числе и с регионами. Мы рассматриваем Башкортостан как регион для инвестиций. Я был здесь 16 лет назад, и за время моего отсутствия Уфа очень изменилась и в лучшую сторону. Мы видим платформы для инвестиций, но надеемся, мы в будущем сможем найти точки для соприкосновения. Ялтинский форум входит в тройку крупнейших деловых событий России. Такая международная площадка нужна прежде всего, чтобы представители бизнеса и власти могли понимать, в каком направлении двигаться в условиях многополярного мира. Такое пристальное внимание и Башкортостана к международным связям, и отдельно выстраиванию помощи, в том числе взаимодействие с Ялтинским форумом, и, соответственно, взаимодействие с Крымом. Такой диалог международный, межрегиональный, он важен, потому что именно здесь можно сверить часы и понять, в каком направлении двигается как сам регион, так и другие страны. На фоне ввода санкций меняется и экономика Башкортостана. Становится более современной и технологичной. У предприятий появляются новые возможности и стимулы развития. Только в прошлом году промышленный рост составил 8%. Наибольший вклад вносит обрабатывающие производства. С одной стороны, нам вроде нужно развивать экономику, а с другой стороны, мы занимаемся очень важной такой задачи, которую мы обозначили как технологический суверенитет. Поэтому это все непросто. Я сегодня, конечно, в первую очередь хотел руководителей предприятий, вас, уважаемые коллеги, поблагодарить за это. Причем задачи перед промышленниками масштабны. Президент России поручил обеспечить технологический суверенитет страны. И, как было отмечено на заседании Торгово-промышленной палаты республики, важно привлечь в производство новые кадры. Это одна из самых главных задач, обеспечивающих работу экономики. Даниил Байков, Артур Ханов, Родион Матвеев, Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. Ялтинский форум прошел в рамках другого масштабного события – недели бизнеса. В нее же был интегрирован и Российский юридический форум. Республика становится настоящим центром Евразии уже не только географически. Регион – лидер России по многим экономическим показателям. И это не предел. На форуме отметили несколько направлений, которые может развивать Башкортостан, чтобы привлечь больше инвесторов и иностранных партнеров. Обо всем по порядку расскажет Полина Затолокина. Почти 3500 участников из более десятка стран. Дворец борьбы стал местом притяжения всех, кто задействован в сфере предпринимательства. Главным итогом форума стали многочисленные соглашения Башкортостана с международными партнерами, с такими экзотическими, как Танзания, или уже такими привычными нам, как Беларусь. Мы, как отечественное предприятие по катализаторам нефтепереработки, активно сотрудничаем с Республикой Белоруссию, в частности, с концерном Белнефтехим. Поставляем им катализаторы каталитического крекинга, катализаторы гидроочистки. В целом обсудили успехи текущего сотрудничества. Также наметили план по развитию взаимоотношений. Как выстроить успешную стратегию на маркетплейсах? На рынке каких стран выходить с продукцией халяль?
какие меры ввести, чтобы увеличить экспорт. Неделя бизнеса охватила все актуальные вопросы экономической сферы. Для этого мероприятия разделили на 4 тематических дня. С работой предприятий можно ознакомиться здесь же. На выставке представлена продукция, произведенная как в Башкортостане, так и в других регионах России, а также главные достижения компаний из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Китая. Были подписаны новые соглашения. Так, с Турцией договорились предоставить поля для высадки семян масличных культур. Также обсудили возможность создания Евразийского центра стратегии, штаб-квартира которого будет в Башкортостане. Сырьевой энергетический экспорт в Республике Башкортостан чувствует себя достаточно уверенно по нашей оценке, потому что он имеет очень серьезную систему мер поддержки, которая основана в том числе на очень стройной и хорошо отлаженной инфраструктуре региональных мер поддержки. А задача на 2025 год, как мы говорим, продавать дальше, активно продвигать свои товары, искать новых партнеров. Это невероятно сложная история. Наталкиваешься на чужое законодательство, чужие правила и чужая судебная система, вопросы логистики, доставки и так далее, расчетов в конце концов. Уфа не случайно выбрана местом проведения форума. Башкортостан – ведущий регион России по многим показателям. Например, в области бесплатной юридической помощи. Республиканское отделение Ассоциации юристов стало вторым в России по итогам прошедшего года. Это огромный клубок вопросов. Здесь и ЖКХ, здесь и споры земельные, здесь и семейные споры. Помогаем как на уровне консультаций, так и судебного сопровождения по отдельным категориям. Завершил масштабное мероприятие «Уфимский диалог». Здесь произошло редкое явление. За одним столом собрались представители России, США, Германии, Италии, Словакии, Австрии и Грузии. Спикеры обсудили развитие международных отношений в условиях многополярного мира. И Башкортостан в этой системе занимает не последнее место. С того момента, как мы развернулись на восток, Башкортостан стал просто центром в прямом и переносном смысле, потому что, получается, сейчас мы вылетаем в Москву, нам лететь час 40. И если мы в другую сторону вылетаем, через час 40 мы в Астане, через 2 часа мы в Ташкенте. И, в общем, практически вот такой охват, через 2-2,5 часа мы можем оказаться во многих столицах. Неделя бизнеса стала площадкой для возникновения новых знакомств и зарождения перспективных проектов. Здесь подводились итоги и обсуждалась эффективность текущих соглашений. И именно здесь принимались ключевые решения, которые могут определить будущее экономики как Башкортостана, так и всей России. Полина Затолокина, Артур Хуснудинов, Азат Ишбулатов и Булат Садриев. Итоги недели. Уфа. Без крепкой экономики была бы невозможна помощь бойцам на СВО. Артиллеристы полка Башкортостан оказывают мощную огневую поддержку штурмовым отрядам на Краснолиманском направлении. Из орудия Д-30 наносятся поражения скоплению живой силы и бронетехники противника. Уничтожаются минометные и пулеметные точки. За очередной боевой работой гаубичного арт-дивизиона имени Мугина Нагаева следил наш военный корреспондент Азат Садриев. Максимальная дальность стрельбы орудия Д-30 составляет 15,5 километров. Линия боевого соприкосновения отсюда гораздо ближе, поэтому наши артиллеристы дивизиона имени Мугина Нагаева успешно поражают все выявленные цели. Сейчас, как передают операторы БПЛА, они обнаружили вот там за лесопосадкой опорник противника. Наши артиллеристы получили координаты и начали боевую работу. Огонь ведется так называемой каруселью, то есть сразу из нескольких орудий, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. Корректировку дают операторы наших дронов-разведчиков, а дальше уже опыт артиллеристов помогает продавливать оборону противника. Поддержка мотострелковых подразделений, штурмового отряда. То есть, когда идут на накат, на штурм, предварительно мы проводим артиллерийскую подготовку атаки нашим дивизионом и другими средствами артиллерии полка. В последующем уже поддерживаем контратаку пехоты. Средний возраст бойцов расчета 30 лет. Состав омолодился, так как все больше добровольцев выбирают службу по контракту в подразделениях полка Башкортостан. Все они разных профессий и национальностей, но здесь работают как единый кулак.
До этого я работал в сварщиком колхозе, а сам жил в районе. Попал в подразделение, вот я призвался с района, Селишевского района. Призвался, в Валкино поехали. В Валкино уже пацанами тоже познакомился. Работали вместе, обучение тоже проходили. Про орудие могу рассказать, как бы нормально, не капризное. Стреляет хорошо, дальность позволяет. Всегда ухаживаем, если уход будет, то можно стрелять нормально. Не будет капризничать, но всегда должна быть частота в орудии. Следите, да? Да. Самый возрастной боец в расчете – охотник из Татышлинского района с позывным «Бабай». Для него каждый однополчанин, как внук или сын. Говорит, оберегает их от дронов камикадзе, словно родных детей. Съездил в отпуск, купил на свои деньги, привез сюда. А так он все документально. Очень помогает с этой ситуацией насчет дронов. Всегда вот ребят охраняю, провожаю, встречаю. Ну как, вот, небо часто грязным бывает? Часто днем и ночью летают, но не пускаем, держимся. Все, ребята приступают к маскировке орудия. Расчет оперативно отработал по указанным координатам, и, как передают антидроновые группы, вражеские дроны уже вылетели на охоту, чтобы выявить позиции нашего дивизиона. Поэтому нам приказали покинуть огневые рубежи и отойти на более безопасное расстояние. Сделали это как раз вовремя. Едва укрылись в блиндаже, как дрон-детектор начал неистово пищать, предупреждая о приближении вражеских FPV-дронов. Прилетели мстить за успешно пораженные цели. Это подтвердили уже наши разведчики. В основном и география, и математика. Все, и пальчики, чтобы быстро шевелились, на кнопочки нажимали. Вот так. Ну и самое главное, не растеряться. Потому что каждая ошибка, это очень может чревато чьи-то жизни. Друг друга контролируем, сидим. Указом главы Республики Башкортостан ефрейтор Шангареев награждается медалью Шаймуратова. Пока пережидаем налет вражеских дронов, успеваем отметить наградами отличившихся артиллеристов. Для бойца с позывным «Шаман» медаль Шаймуратова особенно ценна. Мой дед тоже воевал в дивизии Шаймуратова. И я тоже здесь освобождаю Донбасс от фашистов, нацистов также. И я очень горд. И для меня это очень большая честь. Азат Садриев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Луганская Народная Республика. В Уфе достроят Воскресенский кафедральный собор. Об этом стало известно на первом совещании специально учрежденного благотворительного фонда. Так как церковь официально отделена от государства, законом не предусмотрено строительство религиозных сооружений на бюджетные средства. При поддержке меценатов главный православный храм республики возвысится над исторической частью города уже в течение нескольких лет. Почему возобновили строительство и на каком этапе идет работа, расскажет Алия Эльтубаева. Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Еще недостроенный храм не помеха для богослужений. Здесь уже проходят литургии. Тысячи верующих собираются со всей республики и находят успокоение для души и сердца. Раньше, еще когда этого храма не было, я ходила в Рождество Богородицы, Сергиевский храм. А потом вот сюда стала ходить маленькая, это самое. А когда здесь уже стали, хожу, слава Богу, с Божьей помощью. Нынешний храм должен был стать копией Воскресенского кафедрального собора. Его построили в Уфе еще в 1841 году, а в советские годы разобрали буквально по кирпичам. В 2003-м меценаты решили воссоздать прежнее здание. Однако стройка вскоре остановилась. Глава республики Ради Фаридович Хабиров принял такое решение, что вот запустить два давнишних недостроя, которые в городе Уфе. Это наш православный вот этот собор Воскресенский и плюс мечеть
Рахим. Они самые большие культовые объекты в нашей республике. Конечно, вот для нас это очень большая и помощь, и большая надежда. На завершение строительства главного православного храма республики нужен примерно 1 миллиард рублей. О возобновлении работ заговорили перед проведением форума «Россия. Спортивная держава». Создали фонд «Воскресенский собор», в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Этот фонд будет заниматься только одним. Это восстановление Воскресенского собора. Потому что, как вы понимаете, все культовые учреждения строятся на внебюджетные деньги. Мы договорились, что локомотивом и рулить этим процессом Геннадий Иванович будет сам. Он очень красивый, конечно, будет. И, сейчас идет тот же процесс, который мы в мечети начали. Идет обследование, потому что нужно понять инженерное состояние, техническое состояние. Поэтому я думаю, что, как говорится, с Божьей помощью мы оба храма приведем в порядок и достроим. Инициатора Геннадия Букаева многое связывает с республикой. Главным мостом он считает благотворительность. Не впервые участвует в восстановлении храмов. Среди самых известных отстроенных обителей – Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь, Святые Кустики в Благовещенском районе. Сейчас место по праву считают точкой притяжения туристов и жителей Башкортостана. Вот так я вижу, что в Уфе должен появиться новый центр. Культурный, эстетический, здоровый такой. Видите, вот дворец прекрасный появился борьбы. Появляется плавательный бассейн, появляются новые жилые дома красивые. И тут появляется храм. Этот храм, он олицетворять будет этот центр. Это прогулочная зона отдыха. Попечительский совет фонда возглавила Карине Хабирова. Супруга главы республики также активно занимается благотворительностью. Именно она курировала строительство в Башкортостане Уфимского хосписа, где оказывают паллиативную помощь взрослым и детям. Другой ее проект – «Территория женского счастья» помогает женщинам разных возрастов и интересов преобразить свою жизнь. Любой человек, который верит в Бога, он понимает, что это дело нужно довести до конца, его нужно достроить. И если собрались люди, которые готовы в этом участвовать, готовы в этом помогать, то, наверное, это самое важное. И я думаю, что все жители республики, кто верит в Бога, они будут готовы помогать нам и объединяться в этом благом деле. Храм готов наполовину. В его конструкции особых изменений не будет, говорят инициаторы. Основная часть здания возведена. Установлен комплект церковных колоколов. Проект уже прошел строительную экспертизу. Работы прервали 7 лет назад. Произвести надо работы по электромонтажу, тепло провести, слаботочку. В дальнейшем будет храм расписываться, красивые полы гранитные сделать. Иконостас, и по улице очень много работы. Радость какая-то у всех. Самое главное, что продолжит. Я вот сколько ходил, тоже всегда думаю, когда продолжит. И вот, наконец-то, случилось. По прогнозам строителей, работы займут от 2 до 5 лет. А после их завершения храм обязательно будет освящен и, как самый большой в республике, сможет вместить во время праздничных богослужений одновременно 3000 прихожан. Алия Альтубаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. Все новые обороты приобретает дело Рауфы Рахимовой, издателя электронного ресурса «Пруфы». На неделе Верховный суд Башкортостана перенес на 9 декабря заседание касаемо апелляции медиа-менеджера о дискредитации российской армии. Я напомню, что ранее Кировский суд признал женщину виновной по вышеуказанной статье и назначил штраф 30 тысяч рублей. На основе экспертизы и ряда публикаций в ее социальных сетях правоохранительные органы пришли к выводу, что Рауфа Рахимова формирует негативное восприятие к специальной военной операции. Сейчас издатель пытается оспорить решение вышестоящей инстанции. Между тем, о ее сформировавшейся позиции против СВО высказался иностранный агент Руслан Габазов, который сам ранее работал в медиаструктурах Рауфы Рахимовой. Об этом он заявил на страницах иностранного агента Идель Реалии, финансируемого Госдепартаментом США. И далее цитата. Она сама достаточно недвусмысленно высказывалась против войны еще в самом ее начале. Кроме того, Пруфы в свое время были тесно связаны общей политикой со многими российскими либеральными СМИ, вступив в синдикат 100. Журналисты этих СМИ и сами редакции всегда были настроены антивоенно, из-за чего и эмигрировали после начала войны. Антивоенные настроения были характерны для многих журналистов, ранее работавших в Пруфах.
Ранее пособник спецслужб Украины Руслан Габасов в своем телеграм-канале открыто признавался, что Рауфа Рахимова, как и он сам, поддерживает сепаратистские идеи. Я знаю, что у нее такие же мечты, как и у меня, независимость Башкортостана. Она горит всей душой, желает этого всем своим сердцем. И я ее знаю как сильного лидера и уверен, что она достойна, чтобы побороться за пост президента будущего независимого Башкортостана. Мы продолжаем следить за развитием этой истории. Следующее рассмотрение дела в Верховном суде Республики Башкортостан о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации Рауфы Рахимовой пройдет 9 декабря. Ну а сейчас мы расскажем о еще одной победе в копилке Башкортостана. Народный артист России Айрат Ахметшин стал лауреатом «Золотой маски», одной из высших наград в сфере искусства. Мужчина более полувека служит в театре кукол. На неделе ему, к слову, исполнилось 75 лет. О человеке, который с подросткового возраста играет на сцене, исполняет в спектаклях непростые роли и как о нем отзываются коллеги по цеху. В материале Даниля Байкова. Кукла вот эта вот волк, это из спектакля «Золотой цыпленок». Вот эта кукла. Этот спектакль мы играли 34 года, он со сцены не сходил. А также герой древнеиндийского эпоса Рама, причем кукла весит 6 килограммов. Лис-сыщик по имени Лаврентий и кот-обормот из спектакля «Я цыпленок, ты цыпленок». Этих персонажей много лет играл народный артист России Айрат Ахметшин. За плечами актера более 200 ролей. И среди них нет нелюбимых образов. Все равно это для меня учеба, все равно это маленькие какие-то открытия, которых я еще не знал до этого. У Айрата Ахметшина вся жизнь связана только с одним театром – кукольным. Трудовую деятельность он начал с 16 лет в качестве монтировщика сцены. Причем требования к профессии были серьезные. И чтобы им стать в 1966 году, нужно было прочитать отрывок из прозы, басню, стихотворение, а также исполнить песню. У нас, потому что как рабочие сцены должны тоже иметь музыкальный, так сказать, слух, голос, вот память. Я говорю, ну я же ящики таскать буду, декорацию устанавливать. Нет, все равно будут какие-то эпизоды, мы поручаем. Вот такова специфика. За 58 лет актер прошел огромный путь от рабочего до ведущего мастера сцены, педагога и режиссера. Осваивал все на практике. Уже работая в театре, учился в высших учебных заведениях. В его жизни был лишь один перерыв, когда артист добровольно ушел служить в армию. И даже там Айрат Ахметшин занимался творческой деятельностью в клубе воинской части. Попросил, значит, чтобы мне выслали куклу, выслали волка и зайца. Вот этим волком, значит, карикатуру на этих вот солдат, значит, делал. Чтобы просмеивать солдат. Лентяев, которые плохо, значит, постель убирают. Артист известен своими яркими образами. В частности, в роли Гудвина в «Волшебнике изумрудного города», людоеда в «Коте в сапогах», хана в Сабантуе. В его копилке едва ли не весь репертуар театра. В реквизиторском цехе сохранилась кукла из спектакля «Божественная комедия». Айрат Ахметшин выходил с ней на сцену в роли персонажа Ангела Д. 48 лет назад, тогда еще отстроенном здании театра. Что примечательно, первыми ее зрителями были строители, которые, собственно, и возводили здание. Айрат Ахметшин – один из первых кукольников, который получил звание народного артиста России. Накануне он отметил 75-летний юбилей. И настоящим подарком стала новость. Актер еще и лауреат премии «Золотая маска». Эту награду вручают только самым выдающимся театральным деятелям страны. У меня даже слеза сразу потекла, что надо же вот такую высокую оценку, значит, мне дали. Я почувствовал гордость за наш театр прежде всего. Коллеги по цеху тоже гордятся тем, что работают вместе с таким профессионалом. Перед любой постановкой актеры нередко обращаются за советами к Айрату Акрамовичу. И до сих пор подсказывают, мэтр есть мэтр, тут нам нужно отдать должное, как нужно подходить к кукле, как нужно с ней работать, как нужно обращаться с куклой. Айрат Акрамович – это душа театра кукол. Он очень добрый, необыкновенно харизматичный. Сам же Айрат Акрамович считает, что эта награда принадлежит не только ему, но и всему коллективу театра. Ведь работа актера-кукольника – одна из самых непростых. Как и в любой другой сфере, здесь также важна взаимовыручка. Ценится еще командный труд. «Золотую маску» будут вручать в следующем году в Международный день театра. Даниил Байков, Роберт Давлетбердин, Марат Хамитов. Итоги недели. Уфа.
И в продолжении культурной повестки. В Уфе прошел гала-концерт телевизионного конкурса «Башкорт-Йырэ-2024». На сцене ГКЗ «Башкортостан» вместе с участниками проекта выступили звезды башкирской эстрады: Надифа Кадырова, Расуль Карабулатов, Фадис Ганиев, Лилия Бектимерова. Список артистов большой. Гала-концерт – это завершение большого пути. Жюри определили победителя конкурса. Подробности в материале Анастасии Ильчебаевой. И этим, наверное, сказано все. В 14-й раз Башкорт-Йырэ собирает на одной сцене звезд нынешних и будущих, открывая новые имена. Жюри в этом году было непросто. Поступило более 100 заявок. Конкуренция большая. Но этим сейчас характерно нынешнее время, признается певица Лилия Бектимерова. Раньше было все-таки попроще певца, потому что не так много было певцов. Именно Башкорт-Йырэ на самом деле трамплин для молодых певцов. И не только для молодых, там разных возрастов. Есть такие самородки, которые вот именно из народа вышли, да, они не учились нигде, но настолько шикарный голос, настолько именно природой поставленный голос, что, знаете, иногда вот прямо мурашки. А талант участников проверяли по полной. Конкурсанты прошли 3 этапа: народная песня, ретро и эстрадная композиция. Потому так была важна универсальность голоса и правильное им владение. А сам проект работает как своего рода индикатор. На каком уровне сегодня башкирские эстрады? И вот этот фестиваль Башкорт-Йырэ показывает это все. Сама я к какому выводу пришла? Каждый год мы раскрываем новые имена, как бы показываем их, но в эстраде развития дальше у них нету, потому что нет школы аранжировщиков, нет школы композиторов, именно современных. На конкурс приходит, побеждает и все. Мне хотелось бы, чтобы они дальше развивались, блистали, они стали бы достойными продолжителями таких певцов, как Абдулла Султанов, Люра Кильдиярова, Идрис Газиев. Конкурс и вправду каждый год открывает новые таланты. Айдар Исхаков, студент Академии искусств. Молодого музыканта за его мультиинструментализм уже прозвали «Человек-оркестр». Его коллега по цеху Марсель Нажмединов в исполнении певца песни Виктора Цоя зазвучали на башкирском языке. Это своего рода как фабрика звезд, так скажем. Это для начинающих артистов. Они вот приходят на этот конкурс. Большой шаг для большой сцены, так скажем. И самое сложное среди стольких талантов – выбрать победителя. Но конкурс есть конкурс. Гран-при Яулана! Эльвира Искакова! Имя, которое вполне возможно зрители услышат еще не раз. Выпускница Уфимской академии искусств вместе с дипломом и статуэткой получила сертификат на 100 тысяч рублей. Невероятно рада и счастлива, что на таком большом проекте я смогла стать лауреатом, особенно Гран-при. Меня переполняют эмоции, я поэтому даже не могу найти слов. То, что я вот сейчас выиграла, это для меня исполнение такой детской мечты. Гала-концерт – это возможность выступить на одной сцене вместе с уже звездами, легендами башкирской эстрады. Для каждого из конкурсантов закончилась история длиной в год под названием «Башкорт-Йырэ». Зрители стали свидетелями их пути, болели, радовались, переживали. И окончание 14-го сезона проекта «Гала-концерт» можно будет также увидеть на телеэкранах в эфире канала БСТ 31 декабря. Анастасия Ильчебаева, Шамиль Каримов. Итоги недели. Появление социального такси, военно-социальный центр Минобороны и не только. О других новостях короткой строкой расскажет мой коллега Эмиль Басареев. В Уфе запустили социальное такси. Благодаря этой услуге инвалиды первой группы смогут бесплатно доезжать до специализированных учреждений. Воспользоваться такой услугой можно 4 раза в месяц. Пока сервис работает только на территории Уфы и аэропорта. Сейчас в программе участвуют 7 автомобилей. Скоро появится специальная машина с подъемником для инвалидов-колясочников. В Уфе пьяный музыкант совершил смертельное ДТП. 37-летний мужчина за рулем Kia хотел объехать место аварии по встречной полосе, где столкнулся с автомашиной Nissan. После этого наехал на людей, находившихся рядом. Инспектор ДПС, который регулировал дорожное движение на месте ДТП, водители Рено, Шкоды и эвакуатора. Чуть позже в больнице хозяйка одной из иномарок скончалась. Виновника отправили на время следствия в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В Белорецком районе убили супружескую пару. Жертвами оказались фермер и его жена, а душегубами их работники. Они решили ограбить работодателей и проникли в дом, чтобы забрать ценности. Из сейфа прихватили и огнестрельное оружие. Супругу хозяина, которая вернулась домой, они забили до смерти на месте, а после застрелили и своего нанимателя. Убийц на угнанном авто задержали в Иглинском районе. В Уфе открыли военно-социальный центр Министерства обороны России для участников спецоперации. Его представительство появилось в филиале фонда «Защитники Отечества». Специалисты могут в рабочие будни проконсультировать солдат и офицеров по самым разным вопросам, например, о медицинских услугах, денежном довольствии или лечении в санаториях. Центр фехтования принимает первые соревнования. В столице республики проходит первенство России среди юношей и девушек до 15 лет. Более 800 участников из 38 регионов страны ведут борьбу за победу. Уже завершили свои выступления раперисты. О результатах представителей республики и о предстоящих крупных стартах расскажет Юлия Паршина. Первое официальное соревнование в новом центре сразу с таким размахом. Уфа принимает первенство страны по фехтованию среди спортсменов до 15 лет, а это самая многочисленная категория атлетов. В столицу республики приехали сильнейшие раперисты, шпажисты и саблисты. Около 300 ребят выступают в каждом виде оружия. Маленький возраст, всегда много народу. Сложности есть, конечно, свои. Но справляемся. Зал, слава богу, большой, все вмещаются, есть трибуны. В 3 залах мы все это разруливаем. Не только участники, все тренеры, все представители подошли, поздравили нас с таким прекрасным залом. На самом деле очень все удобно, комфортно. Соревнования проходят как в личных, так и командных встречах одновременно в 3 залах. Первыми свои бои завершили раперисты. Мастер спорта России по фехтованию, чемпион Европы Тимур Арсланов пробует себя в качестве тренера. Помогает команде республики среди юношей заработать первую медаль. В борьбе за бронзу хозяевам противостояли гости из Санкт-Петербурга. Башкирские раперисты вели в счете практически всю дистанцию, но в последних боях растеряли преимущество и уступили 34-36, остановившись в шаге от пьедестала. Финал проиграли 3 укола. И за 3-е место у нас тоже не получилось. Немножко старались, боролись. Но спорт есть спорт, побеждает сильнейший. Заняли мы в итоге вчера 4-е место в командном турнире. Честь республики на первенстве защищают 3 коллектива. Всего свои силы в новом центре пробуют более 800 участников из 38 регионов страны. Организация очень хорошая, все быстро проводится. Центр большой, красивый. Много дорожек. Бои у меня прошли в группе. Это 7 боев, и из всех боев я получила 1 укол. Конкуренция достаточно приличная, людей много. Все, система включилась идеально. То есть стоило только подключиться, чуть-чуть поднастроить, и все работает уже 2-й день. Великолепно. Хорошо продумано буфеты для детей, место для зрителей. И, в принципе, залы просторные. Ранее в Уфе турнира такого масштаба в этом виде спорта для ребят юношеской возрастной категории не проводили. На территории города Уфы первенство России никогда не проводилось. У нас первый раз проводилось это в городе Октябрьском, и потом в Салавате еще проводилось. 3 раза в Башкирии проводились, но это Октябрьский и Салават. Центр фехтования республики построили в кратчайшие сроки. Спортобъект стал долгожданным подарком для спортсменов и тренеров региона. Здесь будут проходить занятия, мастер-классы, учебные сборы, а также соревнования российского и международного уровней. Хотелось бы поблагодарить всех причастных к этому центру. И особенно, конечно же, Радию Фаритовичу огромная ему благодарность за то, что он построил нам такой центр. Мы очень рады в таком центре тренироваться. Здорово, круто. И, конечно же, я думаю, с этим центром результаты в нашем регионе станут еще больше и лучше. Главным турниром по фехтованию в стране в 2025 году станет чемпионат России, который пройдет в апреле. И это первенство страны – хорошая возможность проверить готовность нового центра к предстоящему спортивному вызову. Что касается юношеского турнира, то впереди соревнования шпажистов и саблистов. Состязания продлятся до 14 декабря. Юлия Паршина, Елена Юлдашева, Владислав Минязев. Итоги недели. Далее рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги, журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.
Здравствуйте, с вами Руслан Шарафудинов. Безусловно, главное информационное событие недели, и не только этой недели, прямая линия с Радием Хабировым. Уфа говорила и показывала по всем телеканалам республики. Судя по обратной связи, которую получил лично я, так или иначе, целиком или отдельными фрагментами, прямую линию посмотрели практически все жители Башкирии. Мнения разные, ну так это и нормально. Но все сходятся в том, что Ради Хабиров глубоко погружен в актуальную повестку региона и лично держит руку на пульсе наиболее фонящих вопросов. И не просто погружен, а пропускает через себя. Между нами прямая линия с первым лицом региона – это как кардиограмма нашей общей жизни. И сразу видно, где сбоит, где болит, где нужно хирургическое вмешательство, а где хватит и мягкой терапии. Вопрос-ответ – самый прямой и короткий путь довести до населения позицию первого лица по основным темам. Прямой эфир – это живые эмоции и атмосфера вовлеченности. Хоть и нельзя объять необъятное, но за 4 лишним часа прямой линии мы успели поговорить о многом, что сегодня интересует и волнует жителей республики. От участия в специальной военной операции, дорог, общественного транспорта и состава правительства до памятника Салавату Юлаеву, школьного питания, сельских ФАПов и домов культуры. За это время успели озвучить 65 вопросов и получить на них развернутые ответы. Всего же на линию поступило более 9 тысяч обращений, ни одно из которых не останется без ответа. Год от года их число растет. И о чем это говорит? Что доверие к такому формату общения растет. Люди верят, что их обращение поможет решить назревший вопрос. Многие из них, конечно, муниципального уровня. Можно и нужно решать на местах, не дожидаясь прямой линии и личных указаний главы. Но таковы уж наши реалии, что главную надежду, собственно, как и ответственность, люди возлагают на первое лицо региона как высшую власть. Это был предметный, глубокий и честный разговор, который уже разобрали на фракции и цитаты. И многие вещи Ради Хабиров уже озвучивал ранее, в разных местах и по другим поводам. Но в том-то и ценность формата прямой линии, что в одно время и в одном месте складывается вся картина, сложнейший и разноцветный пазл из отдельных кусочков. Мечеть достроят, Назаров продолжает работать, Сода никуда не денется. Политика, СВО, межнациональные отношения, недропользование, экология, миграция, кадры, экономика, коррупция, культура, образование, башкирский язык, сельское хозяйство, ЖКХ и благоустройство, ну и личное, конечно. Причем не только на русском, но и на башкирском. Башкирский язык впервые в таком объеме и глубине в ходе прямой линии, и ее партитура сразу стала богаче, зазвучала новыми красками, вкусами и смыслами. Нашлось время и для ответов на личные вопросы про семью и детей. Были прямые включения с разными людьми из разных уголков республики, от Бурзяна до Мишкина, и видеовопросы, и вопросы из соцсетей. Многие обращения глава рандомно выбирал сам и зачитывал прямо с большого экрана в ЦУРе. Да, конкретные ФАПы, школы и другие объекты, не горящие фонари и не работающий в Салавате кинотеатр очень важны. Но еще важнее глобальные смыслы, которые прозвучали явно или даже между строк, в интонациях, ударениях или даже паузах. Например, заметно глубоко личное отношение Радия Хабирова к теме СВО и всему, что с этим связано. Для него это не просто отработка задач, а судьба, жизнь и кровь тысяч людей, за которых он отвечает и переживает. Многих бойцов он знает лично, готов использовать все ресурсы республики для поддержки наших парней как на фронте, так и членов их семей в тылу. Потому и была такая острая реакция на обращение ветерана СВО по поводу неудобства расположения военно-врачебной комиссии на сборном пункте регионального военкомата. Лично у меня общее послевкусие от прямой линии – спокойная уверенность Хабирова. Причем она не показная, а глубоко изнутри. Человек точно знает, что делать, куда идти и готов нести ответственность за свои решения. Что и требуется от лидера. Говорил он с чувством, с толком, с расстановкой, со знанием деталей даже там, где вроде бы их и не требуется от руководителя его уровня. И сразу понятно, у человека все под контролем, он крепко держит штурвал управления вверенной ему территории. От сложных и даже неприятных тем не увиливал, легкой жизни никому не обещал, включая себя, и готов признавать свои ошибки. Все по-честному. Заботы проблем хватает, бюджет не резиновый, работы у власти выше крыши.
Вызовы времени и потребностью людей обязывают. Собственно, и на вопрос про периодические слухи о своей отставке отреагировал философски. Таковы издержки доли политика. Большая политика – жесткая профессия, которая не терпит случайных людей. Российские реалии таковы. Мало просто обозначить нужную задачу. Надо еще и добиться ее выполнения. Дожимать – так формулирует сам Ради Хабиров принцип ручного управления. У нас в России ни один, даже самый хороший проект не сдвинется с места, пока к нему не приделаешь руки-ноги и, главное, волю. И очень многое зависит в любой организации от первого лица, от его позиции, от его отношения и, главное, понимания, куда надо двигаться дальше. Поэтому, когда я слышу очередные стенания про ручное управление, я понимаю, что это дилетант, который сам ни одного проекта не реализовал. А тут надо не просто крепко держать штурвал огромного корабля в большом море, где периодически штормит и дуют самые разные ветра, но и вести его правильным курсом. Порой приходится принимать сложные решения, которые по определению не могут нравиться всем. И увидеть их правоту можно иногда только через годы. Есть фраза такая: «Я не целковый рубль, чтобы всем нравиться», правильно? И не собираюсь им быть. Нет, вы не целковый рубль, Ради Фаритович. Скорее, железобетонный депозит с гарантированным доходом в надежном банке, который не подведет и не сгорит. Между нами это была настоящая прямая линия, а не кривая и в обход. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо, и все только начинается.